Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Ушара. Президент Аслан Джания подписал указ о назначениях руководителей ряда республиканских органов управления. Так, начальником Государственного архивного управления назначен Роман Гвинджи. Аркадий Джинджия назначен начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений. Начальником Госуправления по землепользованию и кадастру назначен Адамар Ахуба. Роман Джопуа назначен начальником Государственной ветеринарной службы. Начальником Государственного управления лесного хозяйства назначен Азор Ашхацава. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 30 граждан. Диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден. Из обсервации в столичном доме отдыха Айтар сегодня выписано 5 медиков Гудаутской ЦРБ. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет на сегодняшний день 35 человек. Из них 7 находятся в Гудаутском госпитале. 27 человек выздоровели и 1 пациент умер. Премьер-министр Александр Анкваб сегодня обсудил с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и директором республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация» Рустамом Адлиба вопрос обеспечения лекарственными препаратами граждан республики, сообщается на сайте правительства Абхазии. Цахнакия доложил премьер-министру об этапах реализации целевых программ Минздрава по обеспечению препаратами граждан, нуждающихся в медикаментозном курсовом лечении заболеваний. Таких в ведомстве несколько, однако их выполнение не превышает 30% на текущий период. Рустам Адлиб рассказал, что объем задолженности Минздрава перед Абхазфармацией составляет 18 миллионов рублей. Фонда обязательного медицинского страхования 7 миллионов рублей. Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 9 миллионов рублей. Глава правительства поручил Минздраву совместно с Минфином определить график погашения задолженности с целью продолжения обеспечения граждан Абхазии необходимыми медикаментами. На встрече речь также шла об улучшении организации процесса обеспечения сильнодействующими препаратами, строгого контроля за этим не обеспечение препаратами общего профиля инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Первый вице-премьер Беслан Джопуа сегодня обсудил с руководителями Государственной ветеринарной службы, инспекции по карантину растений и Комитета экологии существующие проблемы защиты растений. В частности, речь шла о работе по борьбе с насекомыми-вредителями. Репортаж Алики Трапш. Открывая совещание, первый вице-премьер Беслан Джопуа отметил, что цель данной встречи – выявление проблем защиты растений для их дальнейшего решения. Начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герри рассказал о работах, проводимых в предыдущие годы по борьбе с мраморным клопом. Больше всего от насекомых вредителей пострадали цитрусовые и деревья ореха фундука. В 2017-2018 годах практически 80% урожая ореха было уничтожено. В прошлом году, благодаря своевременной обработке орешников, ситуация изменилась. Но помимо клопов, большой ущерб ореху наносят и грибковые заболевания. До конца текущего месяца будут проведены работы по химической обработке всех растений сельхозназначения. Но для обработки ореха нужны фунгициды. Их сегодня в Абхазии нет. Чтобы обезопасить орех от потери разного рода гнилями и мучнистой росой, нам нужно провести фунгицидную обработку. Обработки проводятся одновременно. Преследует цель остановить распространение клопа, и добавляется препарат, который искореняет прорастание спор грибка. Сейчас решается вопрос с тем, чтобы приобрести необходимое количество фунгицидов. На сегодняшний день их в Абхазии нет. У нас есть связи с коллегами из Российской Федерации, и Российская Федерация оказывает нам помощь в приобретении ядохимикатов. И есть договоренность руководства Абхазии с руководством России, в частности, договоренность между министерствами сельского хозяйства, по которым мы очень надеемся, что эта позиция будет профинансирована. Немало работ были проведены и по защите пальмовых насаждений от разных вредителей. Всего в Абхазии произрастает порядка 3000 видов крупноствольных пальм. Благодаря своевременной обработке в прошлом году ни одна пальма не подверглась вырубке. Работы по лечению пальм будут продолжены, отметил председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава. Беслан Джопуа поинтересовался у эколога, как ведется работа по пресечению бесконтрольного улова рыбы в реках Абхазии. По словам Читанава, отследить всех, кто ловит ценную рыбу, сложно. По его мнению, стоит наложить мораторий на улов рыбы на 3 года. Я вносил предложение о вводе моратория на все виды охот, в том числе и рыбалку, на 3 года на территории Абхазии. Но, к сожалению, пока мое письмо вернулось ко мне с резолюцией
привести более весомые аргументы, там, обосновать и так далее. Я это говорил и президенту, и соответственно, мы будем дальше прорабатывать этот вариант о запрете любой охоты на территории Абхазии, включая и рыбалку. 3 года, я уверен абсолютно, что 3 года будет достаточно для того, чтобы восстановить популяцию как в воде, рыбные ресурсы, так и копытные животные, млекопитающие и все прочее. Начальник Государственной службы по карантину растений Аркадий Джинджа сообщил, что в ближайшее время на государственных границах откроются специальные лаборатории, благодаря чему можно будет обнаружить насекомых-вредителей при перевозке товаров. Наши инспектора фитосанитарного надзора, они постоянно проводят обследования и отбирают образцы и присылают сюда. Слава богу, у нас уже есть лабораторное оборудование, которое может обеспечить всеми новейшее оборудование. Мы даже предусмотрели уже экспресс-метод лаборатории на границе, потому что когда грузы проходят оттуда, ну, частные там машины. Нет, стационарная небольшая. Но мы-то раньше, несколько лет назад, только у нас было 70-х годов вот эти микроскопы старые. Но сейчас мы можем похвастаться, что все-таки у нас есть. Да. И мы как раз вот к сезону, до цитрусового сезона, мы это установим на одной границе, на той границе. Карантинные ограничения помешали своевременной диагностике туберкулеза и бруцеллеза у мелкого и крупного скота. Но все же эта процедура будет проведена, сообщил начальник государственной ветеринарной службы Роман Джопуа. У нас есть средства, значит, по государственной программе закупаются и вакцины, и диагностический материал, значит, по отношению к 5-6 заболеваниям. Согласно плану ведется работа. Подводя итоги совещания, первый вице-премьер Аслан Джопуа отметил, что в борьбе с вредителями необходима слаженная работа. Он также подчеркнул, что со стороны государства будет оказана помощь и поддержка в проектах, нацеленных на развитие сельского хозяйства. Будем способствовать, чтобы в дальнейшем оказать помощь нашим крестьянам, в основном нашему селу. Я хочу вам сказать, что нашего сегодняшнего руководства намечается большие проекты, связанные не просто на словах по аграрии, по селу. Это напрямую с вами всеми связано. За это именно про сельхозпродукции, по предприятиям, по перерабатывающим. И поэтому средства будут изысканы. И мы будем заниматься. Я хотел бы, чтобы иметь вашу поддержку, еще несколько служб, которые будут этим заниматься, для того, чтобы мы смогли действительно какую-то пользу оказать нашему селу. Таким образом, на данный момент первоочередная задача по защите растений – это своевременная их обработка лекарственными препаратами, что и будет сделано до конца текущего месяца. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Дорожно-ремонтно-строительным управлением администрации города Сухум проводится ямочный ремонт дорог столицы. В данное время работы ведутся по улице Гулия. Далее по плану такой же ремонт будет проводиться по проспекту Аяйра, на улицах Сахарова и Иналыпа. Работы на улицах местного значения финансируются администрацией города Сухум. Дорожный фонд планирует провести такие же текущие работы по улицам республиканского значения, проходящие через столицу Лакоба и Генерал-Адбар. По словам начальника коммунального управления администрации города Сухум Дмитрия Ахуба, капитальный ремонт дорожного полотна будет произведен после замены всех городских коммуникаций. Подобные работы до 2022 года планируется провести по улице Джонуа, Абазинская и Гулия. Дорожно-ремонтным управлением администрации города Сухум с бюджета администрации города Сухум выполняются работы по текущему ямочному ремонту дорог по городу. В данное время проводятся работы на улице Гулия. Далее будут проводиться работы на проспекте Аяйра, на улице Сахарова, Иналыпа и также далее на других дорогах по городу Сухум. Ямочные работы проводятся для того, чтобы поддержать дороги в нормальном состоянии, для того, чтобы наши граждане могли нормально передвигаться по нашим улицам. Также дорожный фонд планирует провести такие же текущие работы по улицам республиканского значения, которые проходят через город Сухум. Договоренность в данный момент о улицах это Лакоба и Генерал-Адбар.
Также по комплексному плану планируется проведение уже капитальных работ по городу Сухум, но, естественно, после замены всех коммуникаций, то есть изначально будет заменены водопровод, канализация, и после этого только будет проведен капитальный ремонт дорожного полотна. И планируется проведение таких работ на улице Джонова, Абазинская и Гулья. Это период до 2022 года. Несмотря на наступление долгожданного лета, погода не радует. В первых числах июня температура воздуха составляет всего 19-20 градусов тепла. Редкие солнечные дни сменяются дождливыми, и появляется чувство, что наступила осень. Чтобы узнать, когда же в Абхазии наступит лето и каким оно будет, мы обратились к метеорологам. Репортаж Гугуцы Вардания. Человек издавна прислушивался к знакам, которые подает природа. Так и сформировались народные приметы о погоде. Например, месяц май может предсказать нам, каким будет грядущее лето. Теплые солнечные дни в середине мая сулят похолодание в конце месяца. И действительно, к началу лета в нашей стране похолодало. Мы попытались выяснить, каким, по прогнозам метеорологам, будет лето в Абхазии 2020. Каждый из нас с нетерпением ждет лета, чтобы после холодной зимы насладиться теплыми солнечными лучами. Однако в первые дни июня на территории Абхазии похолодало. Погода неустойчива, а температура воздуха не поднимается выше 22 градусов. Связано это с тем, что циклоны активно действуют как приземные, так и высотные циклоны, более холодные они. И поэтому разность температуры и противостояние различных температур она всегда дает неустойчивую погоду. Следует отметить, что по многолетним наблюдениям ученых именно 21-22 градуса по Цельсию в начале лета считаются климатической нормой. Наряду с температурой воздуха учитывается и температура морской воды. В связи с установившейся теплой погодой в мае месяце многие даже успели открыть купальный сезон. Температура моря тоже уже после первой половины июня доходит до 22 градусов. И это уже считается, что открывается купальный сезон. Нормально для, курортного сезона. Климатические и погодные условия – наиболее переменчивые составляющие в окружающей среде. Если говорить об Абхазии, то последние 30 лет здесь наблюдается потепление. По словам ученых, по сравнению с 60-ми годами прошлого столетия, среднегодовая температура в нашей стране повысилась на 2 градуса. С 1994 года началось резкое потепление. И самая высокая температура или самый жаркий год был вообще не только в Абхазии, но и на земном шаре был 2010 год. Среднегодовая температура составляла 18,4 градуса. По исследованиям ученых, на изменение климатических условий во всем мире очень сильно влияют вулканы. В 2010 году после 200-летнего молчания в Исландии произошло извержение одного из них. В результате этого извержения, если вы помните, в Европе там в течение недели не летали самолеты, пепел и выбросы вулканов достигали стратосферы. Он оказывал влияние на озоновый слой и так далее. Поэтому то, что касается таких мощных вулканов, они непосредственно в год извержения фактически не оказывают такого сильного влияния на климат. Они оказывают влияние в следующем году. Вот следующий год, 2011 год, был самым холодным, в 21 веке. Исходя из многолетних наблюдений абхазских ученых, самый жаркий период для наших климатических условий уже прошел. Если в определенный момент ежегодно в Абхазии среднегодовая температура повышалась, то сейчас она в среднем понижается. Я бы не сказал, что весна уже лето у нас, да? А весна холодная. В результате этих потеплений произошло смещение сезонов климатических. У нас фактически в результате этого смещения, даже по нашим, произошло то, что сентябрь у нас абсолютно летний месяц,
он теплее июня. По словам ученых, лето 2020 года в Абхазии не будет знойным. Самые жаркие дни придутся на привычные середину июля и август. Однако в этот же период, по словам ученых, ожидается немало ливневых дождей. Что же касается прогноза погоды на ближайшие дни, то уже в эти выходные ожидается ясная солнечная погода, а температура воздуха поднимется почти до 30 градусов. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Инала Гухава, Абхазское телевидение. По сообщению Гидрометцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 12-17, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.